Здравствуйте! В эфире информационный выпуск Амшикшара. Президент Абхазии Аслан Бжаня подписал указ о назначении выборов в органы местного самоуправления Республики Абхазия. В соответствии со статьей 5 Закона Республики Абхазия о выборах в органы местного самоуправления, выборы в органы местного самоуправления назначены на 11 апреля 2021 года. В Росавиации состоялась встреча вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган с руководителем Федерального агентства воздушного транспорта России Александром Нерадько. Рабочая встреча была посвящена вопросу возобновления авиасообщения в Сухумском аэропорту, сообщает пресс-служба Минэкономики Республики Абхазия. Кристина Озган и Александр Нерадько подробно обсудили вопрос организации проектно-изыскательных работ по реконструкции объектов аэродромной инфраструктуры аэропорта. Также рассмотрели вопрос строительства здания и сооружения аэропорта и организации системы управления воздушным движением. Кристина Озган также встретилась с заместителем министра транспорта России Владимиром Токаревым. В ходе встречи обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества в области развития транспортного комплекса, в том числе железнодорожного сообщения, расширения пропускной способности пограничного перехода по реке Псоу. Данный вопрос был инициирован Асланом Бжаня на встрече с Владимиром Путиным, состоявшейся в ноябре 2020 года в Сочи. На данном этапе идет разработка обоснования, по результатам которого будут приниматься решения о сроках и источниках финансирования. Следующими этапами реализации поставленных задач по расширению пропускной способности пограничного перехода по реке Псоу будут разработка проектно-сметной документации и строительные работы. Согласно приказу министра обороны и плану подготовки вооруженных сил, военнослужащие абхазской армии проводят учения. Главная цель – это закрепление боевых навыков и приобретение новых. В процессе поучаствовала и наша съемочная группа. Репортаж Гугуц, Иордания. Сегодня огневой день, говорят военные, потому что основная тема учений – стрельба. Отточить боевые навыки и приобрести новые. Основная цель занятий – график расписан по часам. С военнослужащими срочной службы каждую неделю один день – это огневой день. Для офицеров это два раза в неделю. Соответственно, это сегодня такой день огневой, где офицеры, солдаты повышают свои навыки по стрельбе, выполняют нормативы. Каждую неделю военнослужащие абхазской армии выезжают на полигоны, где можно организовать соревнования. На этот раз занятия проходят здесь, в селе Нижняя Эшера. Для этого подходит любой участок местности у командира роты, а лучше у каждого командира взвода есть учебно-материальная база, переносная учебно-материальная база, с помощью которой он в течение 30 минут может организовать занятия на любом участке местности. Значит, полигон – это хорошо, когда солдат приходит, там пропускная способность соответствует, высокая, у солдата все готово, там он ознакомливается с мишенью. Но эти условия, в которых мы сейчас работаем, максимально приближены к боевым. Учения проходят в несколько этапов. Первый – подготовка к стрельбе. Затем второй этап, как мне объяснили военные, он называется снаряжение магазина и заряжение оружия. Главное здесь собрать 30 патронов за 33 секунды. А это учебное место номер 5. Здесь стрельба проводится по двум направлениям – круговая мишень и маленькая мишень номер 8. Учения больше похожи на соревнования между военными. Количество боеприпасов солдатам выдается 11 патронов. Из 11 патронов в большую мишень номер 4 должны попасть 3 патрона, а в маленькую мишень 8 патронов. Хорошие результаты, 25 очков – это общее попадание, 20 – это 2 попадания, 15 – это 1. А в маленькую мишень из 8 патронов, один если попадет, считается, что мишень поражена. Поразить цель решила и я. Правда, оружие мне доверили не сразу. Зарядить обойму, вставить ее в ружье, снять с предохранителя, затем дослать патрон в патронник и стрелять. Все это мне объясняет руководитель учений. Поставленную задачу удалось выполнить только со второй попытки. Самое главное – поразить цель. Мишень находится на расстоянии 100 метров.
Сразу же после учения здесь пройдут соревнования между лучшими стрелками частей и подразделений Министерства обороны Абхазии. Гугут Савардания, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. Греческий культурный центр «Ирини» присоединился к штабу в поддержку президента России Владимира Путина. С таким заявлением выступила заместитель председателя центра и юрист по оказанию правовой помощи соотечественникам России в Абхазии Марина Кишмария. Греческий центр «Ирини» работает в Абхазии с 1986 года, и в его состав входят греческие общества, расположенные во всех городах Абхазии. Напомним, что 1 февраля 2021 года в офисе Черноморского казачьего войска Абхазии и русской общины Абхазии заработал общественный штаб в поддержку президента России Владимира Путина, который призван объединить всех сторонников российского президента в республике. Министр туризма Абхазии Теймураз Хишба встретился с вице-премьером правительства Чеченской республики Хасаном Хакиевым и министром Чечни по туризму Муслимом Байтазиевым. Обсуждались вопросы сотрудничества в сфере туризма и инвестиций в Абхазию. В ходе переговоров было решено подписать соглашение между главными туристическими ведомствами Абхазии и Чечни в рамках международной туристической выставки МИД. Об этом сообщает пресс-служба Минтуризма Абхазии. Министерство сельского хозяйства Абхазии начало выдавать представителям районных администраций феромоновые ловушки и ранцевые опрыскиватели для борьбы с мраморным клопом. Подробности в нашем следующем репортаже. В этих многочисленных коробках специальные феромонные ловушки и ранцевые опрыскиватели. Эти средства направлены на борьбу с сельскохозяйственными насекомыми-вредителями. Одними из первых гуманитарную помощь получили Галский и Гудаутский районы. На район мы получили 24 тысячи феромоновых подушечек, 8 тысяч ловушек и 50 штук ранцевых опрыскивателей. Завтра в 11 часов собираем в администрации района всех глав администрации сел, и мы завтра раздаем. Ранцевые опрыскиватели по бригадам раздаем, чтобы несколько семей, чтобы могли использовать. А ловушки индивидуально на каждую семью. Ловушки и опрыскиватели доставлены в республику на основе соглашения безвозмездной гуманитарной помощи Министерств сельского хозяйства Абхазии и России. Ловушек мы распределили, поступило у нас 50 тысяч штук. И к ним же идут вот эти феромоны. А феромоны 135 тысяч штук. И мы на сегодняшний день распределили около 400 опрыскивателей, ранцевых опрыскивателей. Они будут сегодня-завтра осваивать, выбирать эти препараты. Ловушки у нас количество хватает достаточно. Там можно и по 2, по 3, и кое-где даже по 10 штук, потому что хороший объем у нас нормальное количество. А вот опрыскиватели, принцип такой, значит, мы, если его распределяем, значит, даем жителю, да, это не значит, что этот житель его собственность, то, что мы его даем. Он должен пользоваться сообща со своими соседями, вокруг кто живет, человек 5, 6, 7. Помимо вот этих опрыскивателей и феромонных ловушек было поставлено еще в прошлом году немалое количество, значит, химикатов для борьбы с вредителями и болезнями. Они сегодня у нас имеются на складе. Мы будем их тоже вот распределять по мере надобности. И всем районам, и всем организациям будем отпускать, чтобы было использовано. А количество достаточно для того, чтобы в этом году бороться с этим мраморным клопом. На сегодняшний день есть несколько методов борьбы с мраморным клопом. Обработка ядохимикатами, механическое приманивание насекомых в ловушки, а также ручной сбор. Феромонные ловушки предназначены для привлечения насекомых с помощью определенных запахов. Они экологичны и достаточно просты в обращении. При правильном использовании их эффективность высока. А у них запах распространяется очень далеко и приманивает хорошо. Некоторые неправильно его использовали. И ловушки надо ставить вдали участков, вдали домов, ни во дворе, ни на балконе, ничего. Почему? Потому что он притягивает с округу всех, что есть к этим ловушкам. А в ловушку столько не попадает. Там какой-то процент попадает, а все остальное распространяется или в дом, или где поблизости, где что есть, или на фруктовые насаждения. Если в ловушку попало больше половины, значит, уже наполнилось, его надо освобождать и не держать долго. Если долго его держать,
вот это самый феромон, который притягивает, значит, вот этих клопов, он теряет свое свойство. Мраморный клоп появился на территории Абхазии около 5 лет назад. С тех пор вредитель прижился. Насекомое питается молодыми листьями и плодами. Оно причиняет вред плодовым и ягодным культурам, а также овощным и зерновым. Сейчас клоп находится в спячке. Однако с наступлением весны он начнет активно размножаться и вновь станет угрозой для сельскохозяйственных угодий республики. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В Министерстве сельского хозяйства Абхазии прошла встреча вице-премьера, министра отрасли Беслана Джопова с директором Департамента животноводства Минсельхоза России Дмитрием Бутусовым. Российские специалисты передали абхазской стороне мобильный пункт искусственного осеменения крупного рогатого скота. Беслан Джопов поблагодарил коллег, отметив важность работы по воспроизводству стада с помощью современных технологий. Дмитрий Бутусов подчеркнул, что доставлено также оборудование и расходные материалы, необходимые для качественного оснащения пункта. Кроме того, абхазская сторона направит своих специалистов в Центр по воспроизводству сельхозживотных для переподготовки. Изучив состояние животноводства в Абхазии, правильно заметили, что и Джамбулат Хизирович несколько раз подчеркнул об этом, что наше животноводство переживает то послевоенное время за 20-25 лет. И проводятся те мероприятия, которые должны быть для улучшения породы, для улучшения состояния самих крупного рогатого скота. Это все, наверное, бросается сразу в глаза. Мы привыкли к этому, но объезде в Абхазию, видимо, это заметили. Еще раз спасибо, что именно по таким направлениям ведете нам такую действенную помощь. Повышение культуры в животноводстве, независимо от того, хозяйство это население или это товарное хозяйство, но он дает в среднесрочной, долгосрочной перспективе эффект. Поэтому мы готовы здесь помогать. Такой первый практический шаг, которые пройдут обучение, они получат документ государственного образца повышения квалификации, я считаю, тоже важно для коллег. Но и мы готовы поделиться информацией, опытом не только в части конкретно искусственного осеменения, а в целом расширить, может быть, насколько это сегодня нужно и важно, кругозор коллег. Всемирный Абхазо-Абазинский конгресс объявляет конкурс на размещение вакантной должности координатора местных отделений молодежной активности ВААК. Конкурс будет проходить в 5 этапов. До 20 февраля принимаются анкеты претендентов на участие в конкурсной процедуре. Заполненную анкету можно предоставить лично в офис ВААК, либо отправить по электронному адресу info@abaza.org. На втором этапе участников ожидает онлайн-тестирование. Кандидаты должны будут ответить на 25 вопросов в течение 30 минут. Затем претенденты пройдут индивидуальные собеседования, которые проведут члены конкурсной комиссии из числа сотрудников Сухумского отделения ВААК. Четвертый этап – это онлайн-собеседование с председателем ВААК Муссой Экзековым. По итогам будут определены 2 кандидата на прохождение оплачиваемого испытательного срока в течение месяца, после чего будет выбран 1 сотрудник на постоянной основе. Сегодня Конгресс переживает очень важный в организационном отношении момент. От того, каким будет наш новый коллега, зависит очень важное направление – работа с местными отделениями Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Мы ждем анкеты от претендентов очень мотивированных, искренне любящих свой народ, культуру, наши традиции, обычаи. Работа, которую будет выполнять новый сотрудник, напрямую связана со всем тем, что я сказала выше, а еще с большим пластом работы, которая будет проходить в районах, в селах. Мы слышим наш народ. Нам нужен человек, который будет выстраивать этот диалог, и мы надеемся, что те этапы конкурса, которые мы выстроили, мы очень серьезно подошли к тому, как будет проходить конкурс, что эти этапы отберут именно того нового коллегу, нового товарища нашего в работе, который сумеет поставить эту важную миссию на должный уровень. Мы ждем анкеты.
Все правила конкурса изложены на нашем сайте. С большим воодушевлением мы ждем собеседований индивидуальных. Модель работы Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса – это идея Мусыха Балевича Экзекова по объединению всех территорий, где проживают абхазы, в единую сеть, в которой работают местные отделения. То есть местные отделения работают как за пределами Абхазии, так и внутри Абхазии. То есть каждый населенный пункт, сегодня практически в каждом населенном пункте уже работают местные отделения, но остались те населенные пункты, в которых предстоит открыть, найти активных людей, найти руководителей местных отделений. То есть если уважаемые зрители следят за нашей работой, то видят, какую деятельность мы проводим в тех населенных пунктах, где местные отделения активны, где предлагаются к реализации те или иные проекты. Мы ищем возможности помочь продвинуть тот или иной проект. Обычно это в социальной сфере проекты, но это могут быть и в культурном пласте, и в лингвистическом. То есть мы ищем того человека, кто сумеет разбудить интерес, инициативу в людях, которые будут участвовать в работе местных отделений. То есть это молодой человек или молодая девушка, которые прекрасно говорят на абхазском языке, которые понимают суть того, как живут люди на селе, какие сложности есть, какие проблемы. То есть это серьезная такая социальная работа, которая побудила нас найти нового сотрудника. С целью ознакомиться с состоянием грибной зоны Речиха в городе Гал, которая когда-то была центром подготовки советских гребцов, в Абхазию прибыли директор Южного федерального центра спортивной подготовки Михаил Дремов и вице-президент Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ Дмитрий Миронов. Российская делегация приехала по поручению министра спорта России Олега Матыцына. В рамках рабочего визита представители Минспорта России встретились с главой администрации Галского района Константином Пилья. Подробности в репортаже наших коллег из Гал-ТВ. Глава Галского района поприветствовал делегацию и поблагодарил за визит. Константин Пилья отметил, что готов работать над развитием проектов в сфере спорта, подчеркнув, что между сторонами есть множество точек соприкосновения. И в случае реализации проекта по восстановлению грибной базы администрации района будет оказана всяческая помощь и поддержка. А что такое молодежь? Когда у него есть где учиться, где развиваться, когда у него есть спортом заниматься, где он будет расти, там он и осядет. Дай Бог, что проект зародился. Михаил Дремов отметил, что база, которая была создана при СССР в поселке Первый Гал, активно использовалась для подготовки гребцов к Олимпийским играм. И отчасти благодаря этой базе многие спортсмены получили самые высокие награды. Осматривали базу, которая была создана при СССР и активно использовалась при подготовке к Олимпиаде 80-го года. И отчасти благодаря этой базе высокий результат был на Олимпийских играх 80-го года у гребцов. Но, к сожалению, с 92-го года сборная перестала сюда приезжать. Инфраструктура, конечно, от этого пострадала. Но водоем замечательный, природные условия прекрасные, сохранилась инфраструктура. И сейчас собираем информацию, смотрим, общаемся с тренерами, спортсменами. Много еще из тренеров работает, которые помнят, как они проводили сборы здесь. Да. И местные жители здесь тоже помнят эти времена и хорошо отзываются. Работаем, прикладываем усилия, надеемся, что что-нибудь получится. Первый заместитель председателя Госкомитета по делам молодежи и спорту Беслан Корчава отметил, что раньше Гал был одним из центров спортивной советской Абхазии. Мы рады, что Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ заинтересовалась этим объектом, и Гал, возможно, опять приобретет такой статус. Ситуация такая. Мы, Госкомспорт, конечно, двумя руками за, чтобы российские спортсмены, российский спорт вообще заехал в Абхазию, чтобы мы тесно дружили, общались. Конечно, в районе, что будет поддержка, я не сомневаюсь. Отношение к спорту и вообще к развитию, нашему развитию. Самое позитивное. Только позитив и у спорткомитета, и у нашего президента страны, само собой.
государственную поддержку, что нужно. Везде я с вами рядом. В завершении участники встречи обменялись теплыми пожеланиями и направились на Галское водохранилище, чтобы на месте ознакомиться с состоянием спорткомплекса и тем, что уцелело от некогда существующей развитой инфраструктуры, которая когда-то была центром подготовки советских гребцов к Олимпийским играм. Анжела Убилава, Бежан Микава, Борис Цацуа, Гал-ТВ. С вечера 10 февраля жители Сухума без водоснабжения. Отключение воды связано с подключением нового водовода. Ремонтные работы начались рано утром 11 февраля на перекрестках улиц Абазинская, Когония, Абазинская, Мачаваряне, Джонуа, Мачаваряне, Джонуа, проспекта Яйра, Джонуа, Бубновой. Подробности в репортаже Сарии Кварацхелия. На перекрестках столичных улиц ведутся работы по подключению нового водопровода. На улице Джонуа Бубновой с самого утра специалисты фирмы Astoria Agua Service переподключают старые водопроводы к новым. 4 бригады на улице Джонуа, там дальше на проспект Мира, и 2 бригады работают на улице Абазинская. Но в случае острой необходимости мы перекидываем и технику, и людей, чтобы темп ускорить. Установили все колодцы, просто сейчас делаем врезки. Ту линию, которую мы уже уложили, то есть мы просто в нее будем заводить воду. Нужно просто подключиться со старой на новую линию, которую мы проложили, и все, вода пойдет. Есть проблемы с тем, что на пересечениях улиц ставят крестовины, в которые нужно, нужно врезаться нам нашими новыми трубами. И в связи с тем, что это все прогнившая, вся эта система, все узлы, приходится работать очень аккуратно, то есть максимально аккуратно. Какую-то часть копает техника, а дальше, чтобы не было никаких повреждений, люди спускаются в траншеи, вручную все это обходят. Работает порядка 6-8 единиц техники. Это фронтальные погрузчики, это тяжелые экскаваторы. Сегодня планируем закончить, все переподключить. Чтобы рабочие смогли оперативно приступить к подключению новых труб, как известно, в магистральных трубах не должно быть воды. Именно поэтому еще вечером 10 февраля практически по всему городу была отключена подача питьевой воды. В среднем на одну врезку, то есть подключение к новым сетям, в зависимости от сложности работ, предусмотрено от 10 до 12 часов. Всего по городу сейчас ведется ремонт на 6 участках. Для проведения единовременного подключения на каждый из них сформирована отдельная бригада. Вот почему есть надежда, что работы завершатся в четверг вечером. Сложность есть, воду остановили, но вода, которая в трубах находилась самотеком, пока идет. Но мы с помощью помп воду откачиваем, все это восстанавливаем. Сейчас задвижки поставим, везде перекроем, и уже будем спокойно продолжать, и до вечера, я думаю, закончим работу. Помимо техники вы сами, я смотрю, работаете? Да, конечно, тут человеческий труд очень сильно нужен, без него никак не обойдешься. Техника техникой, но человек что руками не сделает, ничего не получится. Вот в данный момент какая работа именно? В данный момент врезка Когония, Абазинская, вот перекресток мы крестовину ставим, и где не было водопровода, еще и продолжили, все сделали. Ранее до Нового года были завершены работы по капитальному ремонту водопроводных и канализационных сетей в рамках реализации проекта по инвестиционной программе на улицах Джонуа, Абазинская и Гулия. Оставалось лишь переключить старые водопроводные трубы к новым сетям. Эта работа и ведется сейчас. Сария Кварацхелия, Алексей Баструков, Абхазское телевидение. Часть Сухума останется без подачи электроэнергии 12 февраля с 12 до 16 часов, сообщает РУП «Черноморэнерго». Это связано с ремонтными работами на воздушной линии Гумыста. Будут обесточены сразу несколько подстанций. Не будет света в Новом районе, Маяке, массиве Гумыста, в районе Колоса, Вокзала, Старом поселке, в районе Рынка и Ботанического сада. И в завершении выпуска о погоде. В пятницу, 12 февраля, в Абхазии ожидается переменная облачность. Утром и днем без осадков. Поздно ночью возможен дождь. Температура воздуха ночью 7-12, днем 13-18 градусов тепла. Температура морской воды плюс 11 градусов. На этом информационный выпуск Амши Ушара подошел к концу. Всего хорошего. До свидания.